Чтение маулида, священного Корана и дуа. Так, собравшиеся в региональном отделении общества глухих, пригласив гостей, празднуют действительно важное для них событие. Глава региона Махмуд Али Калиматов подарил организации микроавтобус. Новенькая машина марки Next ожидает своих пассажиров на улице. Совершенно новый автобус, прямо с магазина, купленный нам, переданный, еще в салофане, как говорится. Функция, вот, выдвигается подножка для удобства. У нас помимо глухих есть еще и безногие. Ну, он и глухой, но и безногие. Такие тоже инвалиды есть. Задняя дверь открывается. 18 мест плюс водитель, 19-местного. Ну, скажем так, мы не нарадуемся. Этот автобус, мы уже пару поездок сделали, и он очень хорошо себя зарекомендовал, и нам было уютно и как-то очень комфортно с ним передвигаться. Ингушское отделение общества глухих – это важнейший для глухонемых центр поддержки, адаптации, оказания помощи в трудоустройстве, учебе и даже в повседневной жизни. Здесь функционирует и диспетчерская служба, где оказавшийся в трудной ситуации человек, не способный говорить и слышать, может позвонить и попросить решить его проблему. В отделении состоят более 200 членов организации. Их часто приглашают глухонемые из других регионов на культурно-массовые и спортивные мероприятия, экскурсии, но транспорта на такие поездки у них не было. У нас очень большой алгоритм работы. И, скажем так, обучение профессии этих людей, социализация, чтобы они не замыкались в себе. И поэтому транспорт вам всегда нужен будет. Я обычно обращаюсь в Минтранс наш или там кому-то из чиновников, но никогда нам не предоставлялся этот автобус. Когда мы своими силами добирались, но большинство случаев, конечно, не ездили. Скажем так, к нам приезжали гости, но у нас не получалось ездить. Так бы и продолжалось, если бы в декабре прошлого года в ходе прямой линии с главой республики на национальное телевидение не дозвонился председатель регионального отделения общества глухих. Тогда Руслан Таркоев попросил о встрече с Махмудом Али Калиматовым. Хотел бы записаться к вам на прием, встретиться, обсудить вопросы и проблемы. Значит, смотрите, вообще вопрос не возникает. С вами встречусь. Это вообще вопрос не подлежит. Пожалуйста, протокол записывайте, данные возьмете. Баркал Халтон, Хавич, мы с тобой обсудим все эти вопросы. Договорились? Договорились. Мяшхал. Как оказалось, подарить микроавтобус обществу глухих была личная инициатива Махмуда Али Калиматова. Где-то в 9 числа января я уже встретился с нашим главой республики. Объяснил ему ситуацию, проблемы нашей организации. Он задал сразу вопрос, как у вас обстоят с транспортом? Я говорю, никак его, просто его у нас нет. Он также сразу дал распоряжение, чтобы купили и передали нам автобус в наше пользование. И вот мы его передали. Ну, мы собирались все провести вот это мероприятие, чтобы молот я дал распоряжение, свои главы дал Магомед Газдиев из селения Майское состоит в обществе глухих 15 лет. Признается, до этого времени только мечтал о таком микроавтобусе. Понять его нам помогает сурдопереводчик, наш коллега Хасултан Акталиев. Большое спасибо главе, нашему министерству, за то, что нам выделили помещение под общество глухих, за то, что выделили автобус. И я благодарен нашему руководителю общества глухих и нашему сурдопереводчику за то, что они стараются для нас. Я уверен, что в будущем, в дальнейшем у нас все будет идти только вверх. В эти выходные они собираются посетить горную Ингушетию, пройтись по местам расположений башенных комплексов и просто отдохнуть на свежем воздухе в кругу родного коллектива. Транспорт для таких поездок теперь есть. Они не слышат и не могут говорить, но выражать свои чувства умеют не хуже других. Члены общества глухих выражают
искреннюю благодарность главе региона Махмуду Али Калиматову как за новый транспорт, так и за простое человеческое внимание. Адам Мережков, Акрамат Дасхоев,